16 апреля текущего года исполнится 14 лет со дня отмены контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. С чем я вас и поздравляю, дорогие наши друзья. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека, помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев. Маршал. Да, Маршал. И сразу переходя к нашему разговору. Действительно, 16 апреля исполнится 14 лет со дня отмены КТО. Вот как вы считаете, почему режим КТО на территории республики был отменен именно тогда, в 2009 году? Казалось бы, боевые действия на территории республики закончились задолго до этого дня. Но отмена произошла в 2009 году. И что стало решающим фактором отмены режима КТО в Чеченской Республике? Вот такой вот первый вопрос. Ну, решающий фактор у нас во многих вопросах практически единственный. Решающий это фактор КРА, да, фактор Кадырова Рамзана Ахмадовича. И в этом случае он также сработал абсолютно четко. Дело в том, что этот день мы, конечно, давно ждали. Мы его, что называется, приближали как могли, если вспомнить слова из строчки. Хорошо сказано, приближали как могли. Песни. И прежде всего самые большие усилия, естественно, были сделаны в этом направлении нашим главой, потому что он, как никто другой, пытался приблизить этот день и занимался этим вопросом вплотную. Ну, конечно, его команда также работала над этим вопросом. Но были определенные силы, и их было немало, которые пытались отдалить этот день как можно дальше, его отвести, потому что, ну, видимо, были какие-то свои интересы у людей, я так думаю. Вот. Была так называемая пресловутая партия войны, которая очень во многом вредила в Чеченской Республике, начиная с нулевых годов, которая в свое время пыталась отдалить проведение референдума по Конституции Чеченской Республики, да, выступали тоже против нее. Вот, точно так же они выступали и против того, чтобы, в общем, был отменен режим КТО в Чеченской Республике. Приводили якобы такие аргументы о том, что это преждевременно, что не так уж все мирно в Чеченской Республике. Видимо, им было это экономически как-то выгодно, какие-то они получали за эти блага, не знаю, ресурсы или еще что-то, если они хотели это продолжать. Ну, действительно, показывают совсем обратное. Да, естественно. Были также еще люди, которые, ну, просто искренне не понимали, то есть они были, может быть, введены в заблуждение этой самой партии войны, может быть, мыслили где-то инерционно еще, какими-то прежними категориями, думали, что в Чечне еще все так плохо. На самом деле, не побывав здесь, не владея достаточной информацией, ну, вот инерционность мышления, да, присутствовала просто, какая-то мифологичность каких-то там постулатов, касающихся Чеченской Республики. И они также, ну, это какие-то политологи, эксперты, они очень тоже, значит, выступали против, там, алармировали, вот, сейчас в Чечне, если сейчас отменят КТО, и тут все, там все начнется, все рухнет и так далее. Поддерживали, так сказать, очаг напряженности. Может быть, они не специально поддерживали. Не специально, но так получалось. Не могу их, может быть, кто-то им проплачивал, может быть, просто они искренне заблуждались. Эти люди. Такое могло быть. Все, что угодно могло быть. Факт тот, что эти люди выступали против, и нужно было сломить сопротивление всех этих людей, сопротивление всей этой большой, и в том числе еще и бюрократической машине, которая запустила бы необходимую процедуру бы, и в конце концов отменила бы режим КТО на территории Чеченской Республики. Что и произошло. Что и произошло в итоге. Вот, понимаете, информация, а вы понимаете это лучше меня, смотрите, информация об отмене режима КТО на территории нашей республики стала новостью номер 1, которая мгновенно была растиражирована всеми отечественными и зарубежными информационными агентствами. Почему? Ваше мнение? Ну, во-первых, мы все-таки ждали, как я сказал, этот день. Это не было неожиданностью. Этот день готовили, и были силы, которые, говорю, выступали против. Они же были активны в прессе, они были активны в СМИ. Эта тема очень активно муссировалась, не знаю, за полгода до наступления этого дня, за несколько месяцев. То есть постоянно об этом говорилось, поднималась эта тема, и в конце концов она решилась положительно для Чеченской Республики. Поэтому я думаю, что СМИ уже стояли, что называется, в какой-то боевой готовности и ждали, что все-таки это произойдет, и были готовы уже об этом говорить и писать. Ну и плюс Чеченская Республика сама по себе
это тот объект пристального внимания со стороны, не знаю, просто средств массовой информации, там, политологов, экспертов разного рода, как Что и продолжается до сих пор. положительной точки зрения. К сожалению, да, может быть, я думаю, что уже в гораздо меньшей степени, но с другой стороны, в гораздо большей степени есть плюсы в том, что сейчас мы, поскольку мы же с знаком плюс, потому что о Чечне сейчас гораздо пишут более положительном смысле, не знаю, на порядок, на 2 порядка больше положительных оттенков в том, что сегодня преподносят средства массовой информации, касаясь Чеченской Республики, по сравнению там с 10-20, там, не знаю, лет назад. И, естественно, это тоже заслуга. Но и все равно в всей информационном команды и, поле, прежде как всего, мира, так и главы нашей Чеченской страны, Республики. Чеченская Республика, она на первом месте, под номером 1 находится. Всегда вот как бы не откроешь информационную ленту, Чеченская Республика, Чеченская Республика, Чеченская Республика, но уже, можно сказать, со знаком плюс. Такая Тут я согласен. пассионарность у чеченцев, что она всегда вызывает интерес. Под лежачий камень вода не течет. Точно. А у нас бурный поток, в Точно. том числе информации. Смотрите, 16 апреля 2009 года, день отмены КТО, насколько значима дата для республики в условиях сегодняшних реалий и геополитической обстановки. Можно сейчас провести этакую связь между этими пониманиями и днем отмены КТО. В чем была и есть особая важность отмены КТО для чеченского народа? Исходя из всего того, что я сказал сейчас, исходя из моего вопроса. Ну, несколько аспектов, опять же, для общества, для населения Чеченской Республики. Ну, прежде всего, какой-то, политика, да, безусловно, потому что она очень тесно, на самом деле, увязана, как нам не кажется, может быть, наоборот, на самом деле политика очень тесно увязана с жизнью общества, и мы все так или иначе зависимы от тех решений, которые иногда принимают политики в самых разных местах. Но, к счастью, у нас есть защита от всякого рода политических инсинуаций в лице нашего главы. Он старательно, что называется, гасит все эти политические волны, которые могут каким-то образом ввергнуть нашу республику как кораблик в какое-то бушующее море. И он всегда надежно защищает и в какой-то гавани политической держит, к счастью, своим, весом, своим авторитетом, с одной стороны. И, собственно, вот тот шаг, да, который был сделан, тот день, который наступил, он также один из шагов на пути к строительству вот этой самой мирной гавани, которая защищает нашу республику. Раз. Экономический аспект. Мы говорили тогда очень много о том, что очень важно для Чеченской Республики получить возможность, не знаю, общаться с внешним миром, имеется в виду в том числе и за пределами Российской Федерации, да, то есть международный аэропорт это касалось, инвесторы, которые могли прийти. Какой инвестор захочет прийти в республику, где якобы продолжаются боевые действия? Это мы прекрасно знаем, что они продолжаются где-то на бумаге, там, да, еще. Инвестор не знает, ему хочется сохранить свои деньги, приумножить их, а вовсе не рисковать ими, как ему кажется, в какой-то горячей точке. Зачем да? я буду рисковать? Да, и он, естественно, думает. И поэтому, когда уже действительность приводится в соответствие с бумагой, да, на бумаге тоже прописано все, что все спокойно, мирно, естественно, инвестор идет и продолжает идти в Чеченскую Республику. А приход капиталов, приход денег, естественно, означает лучшую и социальную жизнь для населения, и экономическую какую-то стабильность, ну и рабочие места. Ну, то есть масса плюсов. Это достаточно естественная вещь, которую даже сейчас, по-моему, никому не нужно объяснять. Даже школьники понимают на уроках обществознания, им рассказывают о том, что сегодня важно в жизни. В тот день, 16 апреля 2009 года, прошло экстренное совещание правительства Чеченской Республики, на котором было принято решение день отмены КТО в Чеченской Республике объявить праздничным, выходным днем, днем мира. Каким он был этот день 16 апреля 2009 года? Помните? Да, прекрасно. Как вы, точнее, при каких обстоятельствах узнали об этой новости? Отмена КТО. Именно вы. Ну, Тимур Алиев. Лично меня, если спросить, меня разбудил звонок коллеги по работе, который сказал, что
произошло вот это событие, что Чеченская республика отменили КТО, и наша задача теперь срочно записать главу, его комментарий по этому поводу, поэтому мы все рано утром поехали в Ахмат-Юрт, и как раз было мероприятие в школе, по-моему, номер 1, и где должен был выступать глава, и мы записали там в том числе, ну и мероприятие была запись, и в том числе записали то, что его выступление по этому поводу. Вот, и уже там, оттуда, в принципе, начались ликования, народные гуляния и прочее. Поэтому, когда мы уже записав, ехали обратно, мы уже видели колонны машин с развивающимися флагами, которые яростно сигналищие. Ну, то есть, Народ уже все знал. Уже узнали Народ люди, вышел уже на улицу. начали праздновать. Да. Пока мы доехали до Грозного, здесь уже везде стояли на площади Орлов, которые люди радовались искренне абсолютно этому Дню мира. Я не знаю, мы как 9 мая, да, когда в Советском Союзе как наступило, как люди радовались, но я думаю, что это было что-то, наверное, сходное. Все было автономно. Люди выходили сами, праздновали. Вот вы, как вы восприняли все это? Что вы чувствовали? Вы известный журналист, известный политолог, известный человек. Вот как вы все это восприняли? Мне не дали успеть почувствовать, потому что у меня тут же последовала куча звонков от разных информагентств, которые просили меня о чем я и прокомментировать хотел это услышать. событие, потому что звонили все, начиная там каких-то московских, так сказать, провластных, там, я не знаю, заканчивая оппозиционными всякими вражескими голосами, которые тоже хотели услышать, что мы думаем по этому поводу. Вот этот день был очень напряженный, потому что они все хотели узнать, что же думают по этому поводу в Чеченской Республике. И что вы ответили? Помните? Ну, естественно, то же, что мы говорим и сейчас. Мы говорили о ликующих людях на улицах, мы говорили о том, что для Чеченской Республики наконец-таки наступил мир уже не только фактический, но и уже юридический, и что теперь Чеченская Республика уже с еще большей уверенностью пойдет в светлое будущее огромными, не знаю, 7-мильными шагами до Амукла. Вот об этом мы говорили сейчас, и мы прогнозировали хорошее, прекрасное, так скажем, будущее, близкое будущее. Собственно, сейчас, спустя 14 лет, Мы никого не обманули. мы можем сказать, да, что так оно и случилось. Так оно и есть, так оно и случилось. Тимур, можно сказать, что по сути именно с этого дня, 16 апреля 2009 года, начинается полноценное стабильное развитие нашего региона? Да, конечно. Потому что, естественно, развитие региона шло и до того, но оно тормозилось, как я уже говорил, да, вот этими всякого рода искусственными, по большому счету, препонами, которые создавались в том числе вот этим уже отжившим, отмершим, уже не имеющим никакой необходимости этим законом о проведении контртеррористической операции, который тормозил все, тормозил экономические процессы, тормозил социальные процессы. Как только он ушел, все, мы смогли дальше строить город, развивать промышленность, развивать социальную сферу, развивать в целом республику. Я почему спросил? Этот день, мы понимаем, что был нужен региону, который начал восстанавливать разрушенные города, села задолго до отмены КТО. Это мы все знаем, это все видели, это было. Но сколько усилий приходилось применять, Да. Потому что нам приходилось преодолевать не только это естественные трудности, но и искусственные трудности, которые создавались вот этим самым законом. И это было каждый раз нужно элементарные какие-то вещи, я не знаю, ввоз там, условно говоря, минеральных удобрений, да, нужно было через какие-то там специальные разрешения, потому что якобы в минеральных удобрениях есть селитра, взрывоопасное вещество. Ну, я сейчас, может, немного утрирую, но примерно что-то такое было, до анекдотического что-то, да. И поэтому сложно завести. И надо было чуть ли не на уровень президента выносить вопрос, чтобы разрешить ввоз минеральных удобрений в Чеченскую Республику. Естественно, как только ушел закон о КТО, эти естественные вещи для всех регионов Российской Федерации стали естественными для Чеченской Республики. И мы смогли также на равных условиях со всеми развивать экономику, экономическую сферу, социальную сферу нашей республики. Думаю, что отмена КТО имела не только политическое, экономическое, но и огромное морально-психологическое значение как для населения нашей республики, для нашего народа, так и в России в целом. Или, опять же, я не прав? Но опять же, я же говорю, существовал некий стереотип, миф, да, о том, что в Чеченской Республике не все еще благополучно. Отчасти, Да, но если исходя от этого. Этот миф базировался на чем? На чем? В том числе и на пресловутом, да, режиме КТО, который тут проводился, считалось, что тут проводится, допустим. Естественно, к нам не ехал турист, допустим, да, массовый.
Да, приезжали туристы, но не в том количестве, в каком они стали приезжать уже после Это же отмены КТО было, и можно сейчас. сказать, официальное завершение боевых действий на территории Чеченской Да, Республики. естественно, да. Официальное завершение войны. Да, Вот да. какое значение это имело для России? Спрашиваю вас как политолога известного, как журналиста. Ну, я думаю, что это было официальное А то завершение. часто все время, последнее время говорится вокруг одной республики. Но я думаю, тут надо уже глобально брать. Ну, Чеченская республика стала проблемой, ну, сделали проблему ее, да, для всей Российской Федерации на протяжении 90-х, нулевых годов. Вот. Сделали ее проблемой, да, не мы ее Сделали. Не мы, я сделали. подчеркиваю. И российское общество, оно вот как когда-то с афганской войной, как потом пресловутой, значит, с Чечней, ждало, когда же закончится. То есть как в свое время праздновали вывод войск с Афганистана, да, когда все, допустим, перестанут посылать призывников в Афганистан, там 89-й же год, правильно, вывод войск? Также, я думаю, и когда объявили официально об окончании КТО, также выдохнули, я не знаю, там какие-то российские матери, я не знаю, там или еще. Хотя уже никаких опасностей для их сыновей не было, но тем не менее у них в головах, естественно, сидело еще, наверное, какие-то страхи, какие-то опасения. Вот. И эти стереотипы уже, которые в целом касались не только поездки в Чеченскую республику, но и вообще в целом чеченцев, они стали развеиваться уже с, не знаю, скоростью какой, я не знаю, туман развеивается в ясный солнечный день. Согласен с вами. И добавлю, что со дня отмены режима контртеррористической операции прошло 14 лет. Еще раз напомню, специально. И спрошу у вас, какие события, происшедшие за эти годы, вы считаете наиболее важными? Тимур Алиев. Я на самом деле долго думал над этим вопросом, и я понимаю, что это настолько глобальное событие, да, день отмены КТО и День мира в Чеченской Республике, что вот рядом с ним очень сложно на самом деле поставить что-то. Да, у нас были масштабные, замечательные праздники, не знаю, 200 лет городу Грозному, которому готовились полгода, украшали город Грозный, празднества, которые приехали, не знаю, там тысячи, десятки тысяч людей со всей Российской Федерации, со всего мира. Вот. Но все это, даже в том числе и 200-летие празднования чеченской столицы, стало возможным прежде всего потому, что 16 апреля 2009 года был отменен режим КТО. То есть не будь этой точки, все остальные события, какие бы они красивые, красочные, масштабные не проводили в Чеченской Республике, они могли бы не случиться, не будь этого дня. Поэтому лично для меня, ну, ни один из них по масштабам, ни все, что не делалось дальше, пока не встает в один уровень с тем, что произошло 16 апреля. Была закончена война. Как говорил и хотел этого первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Моя задача покончить с этой войной навсегда. Можно сказать, что День мира стал одним из тех редких праздников современности, у которых есть историческое содержание. Я опять хочу это подчеркнуть. Официальное завершение войны на территории Чеченской Республики. Поэтому так этот день ценен, да, для всего чеченского народа, для всего чеченского общества, что за ним это я к тому, что вы сказали. Что за ним стоит конкретная какая-то, что есть подоплека, что есть конкретное наполнение этого праздника. Причем это наполнение очень свежее, да, пускай там сегодняшние школьники, еще они, может быть, не знают, не видели там каких-то этих ужасов, знают лишь по рассказам, но мы-то знаем, как это все было. Поэтому для нас этот день очень ценен именно тем, что вот своей близкой исторической наполненностью. То есть, когда, допустим, мы возьмем в целом Российскую Федерацию, да, мы празднуем день, допустим, 4 ноября, да, День национального согласия, да. Примирения, когда 400 лет назад, значит, представители разных народов России спасли, значит, столицу, а вообще страну всю от нашествия там интервентов, врагов и так далее. Очень важный день, никто не спорит с этим. Но этому празднику 400 лет, и мы его знаем разве что по историческим хроникам, по каким-то художественным книгам и фильмам. И мы не так близко пережили все это. Мы можем это только сопереживать, посмотрев какой-то там фильм исторический, да, допустим. Мы можем сопереживать тем людям, тут мы участники. А тут мы были непосредственные участники. Мы жили этим, мы жили в этом.
Поэтому мы прекрасно, очень хорошо, глубоко чувствуем все это. Поэтому мы не просто сопереживаем, мы все это пережили, и мы ни в коем случае не хотим... И этим дорожим. Этим, безусловно, да, очень хорошо. Мы И этим дорожим. должны передавать подрастающему поколению. К сожалению, время нашего интересного разговора заканчивается. Эфир есть эфир. И последний мой вопрос. Может быть, не к теме, но я хочу его задать вам, Тимур Алиев. На ваш взгляд, почему всегда такое пристальное внимание и интерес к Чеченской Республике во все времена? Ну, как я уже сказал... Мы вначале уже затронули Да. эту тему, а сейчас я хочу услышать от вас более подробно, насколько это возможно. Ну, я думаю, что причиной всему тому все-таки наша пресловутая пассионарность, то, что чеченцы не могут, не знаю, ну, это неправильно сказать, жить спокойно, да, мы не можем жить равнодушно. Мы должны жить так, чтобы было, ну, не знаю, дышать полной грудью, жить на полную катушку. Да, разные есть какие-то выражения, которые... и это касается не только жизни какого-то отдельно взятого индивида, а это в целом всего общества. Поэтому и когда народ, общество живет вот так вот, когда оно активно, когда оно сопереживает политическим процессам, происходящим в мире, не знаю, социальным процессам каким-то, естественно, оно всегда вовлечено бывает в те процессы, которые происходят в мире, и, естественно, оно всегда, эта вовлеченность предполагает за собой и интерес, и узнаваемость, я не знаю, и я бы, конечно, сказал, что мы могли, да, мы живем в центре мира, да, поэтому все у нас так, все внимание просто сходится на нас. Но этот центр мира создаем мы сами. Мы сделали так, что Чеченская Республика стала точкой пересечения интересов, геополитических интересов самых разных государств земного шара. Мы сделали, чеченский народ сделал Чеченскую Республику центром мира. Принимается, хороший ответ. И у вас есть 30 секунд, чтобы поздравить жителей Чеченской Республики с днем отмены КТО. Прошу, камера ваша. Я единственное хочу сказать, что я надеюсь, хочу пожелать всем нашим, всем жителям Чеченской Республики, всем согражданам, я думаю, стандартно это прежде всего твердая земля под ногами, чтобы было небо безоблачное, и чтобы было яркое солнце, которое бы освещало наш путь по этой твердой земле. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. С праздником вас, Тимур. Взаимно. Удачи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Я присоединяюсь ко всем поздравлениям нашего дорогого гостя Тимура Алиева. С праздником вас, дорогие друзья. С днем отмены КТО. С днем мира вас.